Здравствуйте! В эфире информационная передача Амшикшара. И сегодня в выпуске. Менее чем за двое суток сотрудниками правоохранительных структур обнаружено и изъято 528 аппаратов по добыче криптовалюты. В Абхазии организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. В Доме культуры Гагры открылась выставка картин абхазских художников. На экспозиции представлено около 80 работ. Под председательством премьер-министра Александра Анкваб состоялось заседание Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, сформированного по поручению президента Аслана Бжаня. Премьер-министр проинформировал членов штаба о поручениях президента относительно усиления мер противодействия незаконной добыче криптовалют и ввозу в страну специального оборудования. Ситуация в электроэнергетической сфере крайне сложна, потому борьба с майнингом наряду с другими мерами должна существенно снизить нагрузку на инфраструктуру, подчеркнул Александр Анкваб. Он отметил персональную ответственность руководителей предприятий электроэнергетики за сложившееся положение и его изменения. По словам премьер-министра, необходимо устранить все факты незаконного подключения к электросетям, несанкционированных установок и эксплуатации трансформаторных подстанций. Эта работа будет проводиться скоординированно при участии СГБ и МВД. Государственному таможенному комитету поручено усилить оперативную работу по выявлению и пересечению попыток ввоза в Абхазию оборудования по добыче криптовалют. Руководителям филиалов Черноморэнерго предписано в ближайшие дни завершить уточнение мест несанкционированных установок электротрансформаторов в населенных пунктах, провести проверку объектов туристической сферы на предмет размещения в них криптофирм. Более 400 аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии за сутки. В результате проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют в Гагрском районе 7 февраля сотрудниками милиции и общественной безопасности УВД по Гагрскому району были обнаружены две фермы по добыче криптовалют. По улице Чанба, 27, изъяты принадлежащие Цишпа Светлане Родиковне 3 аппарата. В городе Пицунда из дома по улице Агарба изъято 4 аппарата, принадлежащие Сеченава Валерии Вадимовне. Также были проверены ранее отключенные майнинг-фермы, расположенные в Пицунде, Гагре, в селе Псахара и поселке Бзыбь. Повторно подключенных аппаратов не обнаружено. Ранее совместно с сотрудниками службы госбезопасности была демонтирована майнинг-ферма в селе Алахадзе. Изъято 57 единиц аппаратов. В селе Ачандара Гудаутского района в домовладении Мхонджия Романа Заканбевича сотрудниками райотдела обнаружено и изъято 6 аппаратов по добыче криптовалют. В Сухумском районе сотрудниками ОВД по Сухумскому району были проверены ранее отключенные майнинг-фермы. Повторно подключенных аппаратов не обнаружено. В Гулрыбском районе сотрудниками районного ОВД совместно со службой госбезопасности обнаружены две фермы по добыче криптовалюты. На объекте в селе Мархеул изъято 180 аппаратов, принадлежащих Тертерян Дмитрию Ашотовичу. В поселке Гулрыбш изъято 3 аппарата у Кварча Эмзара Андровича. Сотрудниками ОВД по Ачимчирскому району совместно со службой госбезопасности, представителями районной администрации, Черноморэнерго и Госстандарта 7 февраля обнаружены 3 майнинг-фермы. В селе Эллыр изъято 96 аппаратов, принадлежащих Бойко Сергею Алексеевичу. В городе Ачимчира изъято 40 аппаратов, принадлежащих Харазия Геннадию Викторовичу, и 8 аппаратов, принадлежащих Джопуа Аслану Надаревичу. Также были проверены ранее отключенные майнинг-фермы. Повторно подключенных аппаратов не обнаружено. Сотрудниками ОВД по Ткварчалскому району за прошедший день были проверены ранее отключенные майнинг-фермы. Повторно подключенных аппаратов не обнаружено. В селе Баргеб сотрудниками ОВД по Галскому району совместно с сотрудниками районной прокуратуры и Галского филиала Черноморэнерго изъято 27 аппаратов, принадлежащих Убирья Бежану Михайловичу. Также были проверены ранее отключенные майнинговые фермы. Повторно подключенных аппаратов не обнаружено.
В администрации города Сухум под председательством Беслана Эшба прошло совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. В совещании принимали участие главы управлений микрорайонов столицы, представители УВД, СУЭС, Черноморэнерго, Энергонадзора и Госстандарта. Подробности в материале пресс-службы столичной администрации. В связи с увеличением потребления электроэнергии и повышением нагрузок на электросети, оперативный штаб столичной администрации по борьбе с незаконной добычей криптовалюты продолжил свою работу. С учетом того, что нагрузки выросли, потребность выросла, надо будет возобновить работу. Отчасти со стороны Энергонадзора и Управления внутренних дел совместно с нашим МУПом СУЭС проводились работы, они не останавливались. Но сейчас хочу обсудить, как нам усилить эту работу, ввиду того, что нагрузки здорово выросли. И потребление тоже. Начальник СУЭС Тимур Джинжоля сообщил, что нагрузки на электросети сейчас выше, чем в прошлом году. Больше всего нагрузок в микрорайонах Маяк, Вием и Турбаза, где много частных домовладений. Весь сегодня существующий работающий майнинг – это все частные домовладения и квартиры. Потому что ни раз, ни два, ни три, постоянно мы обследуем все наши промышленные объекты, заброшенные и не заброшенные. И сегодня тоже были там, район Маяка, обследовали все эти объекты, там ничего нету. Большое количество суммарно. Получается то, что у людей стоят в домах. Выход единственный, обратно то, что мы сейчас проводим работу по приборам учета. Актуален вопрос установки приборов учета, который поможет контролировать расходы электроэнергии. СУЭС продолжает планомерно их устанавливать. Буквально за последние 2 недели 250 приборов учета было установлено нами. Это район Маяка и район улицы Аланской, наверху между вокзалом, там 207 ТП так называемое. Там закончили работу, сегодня начали работу по улице Мухвар, это сзади инфекционной больницы, и планомерно идем. Руководитель Энергосбыта и начальник СУЭС рассказали, что оплата за электроэнергию в январе была минимальной. Собрано всего 10 миллионов рублей. Но бюджетные и хозрасчетные организации пока не перечислили деньги. Но тем не менее, все, где у нас сейчас позволили наши приборы учета, все их потребления села на их лицевой счет, было зафиксировано. На совещании озвучили, что также возобновляются рейды мобильных групп, куда войдут представители администрации УВД, СУЭС, Черноморэнерго и Энергосбыта. Наша задача, если по нагрузкам мы выезжали бы, а не просто по трехфазным. Мэр поинтересовался, существует ли прописанный норматив потребления электроэнергии на одно домовладение. Энергетики пояснили, что норматив зависит от технических условий, на которые берет разрешение каждый абонент. И здесь опять встает проблема выявления незаконного трехфазного подключения. Мэр поручил подготовить информацию по техусловиям всех абонентов города Сухум. Группу к вечеру, чтобы у меня списки были, Леон Иванович, проконтролируешь. Милиция работает сегодня у нас по тем сигналам, которые поступают. Или то, что мы выявим, моментально будем отрабатывать вместе с СУЭС. Леон Иванович утром говорит, где нагрузки. Где нагрузки. За превышение тех условий предусмотрен штраф 1200 рублей. Но, как признались энергетики, нет ни одного оштрафованного по этой статье. Амрамич Алексея Гухаба, пресс-служба администрации города Сухум. Первый вице-премьер Беслан Джопа провел первое в этом году заседание комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией. Президент Аслан Бжаня своим указом 12 декабря прошлого года утвердил состав комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией указом. Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопа. В состав комиссии вошли представителей различных министерств и ведомств республики. Спецпредставитель МИД Абхазии по вопросам евразийской интеграции Игорь Ахба встретился с генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым. Обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества в евразийском пространстве, партнерства и развития народной дипломатии, сообщает пресс-служба посольства Абхазии в Москве. Также были намечены основные направления взаимодействия. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В Абхазии организован сбор помощи пострадавшим при землетрясении в Турции. Число жертв стихийного бедствия превысило 7 тысяч человек, пострадали свыше 40 тысяч. Как отмечают организаторы, речь идет только о сборе денежных средств, так как необходимый благотворительный груз сейчас отправить в Турцию очень сложно. Сбор будет продолжаться до 15 февраля включительно. Все собранные средства будут направлены в управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧАЭС Турции. Подобную информацию о сборе и о ситуации в зоне бедствия можно получить в центре Абхаз-Декс по адресу улица Иналы по 6. Здесь также открыта запись в книге соболезнований. Любой желающий может выразить соболезнования и оставить слова поддержки. Нам дало большую надежду то, что многие люди начали звонить и спрашивать, и вдруг возникла идея создать инициативную группу. Это не была идея конкретного какого-то человека, а вот те, которые переживали, которые хотели чем-то помочь. Вот, группа лиц, неправительственные организации также входят в инициативную группу. Мы связывались с представителями нашей диаспоры в Турции, и если сравнивать в масштабах, то подобное землетрясение равно взрыву 50 атомных бомб. Изначально планировали сбор средств по системе банковских транзакций, потому что это наиболее надежный способ. Но потом к нам обратилась организация «Киараз», предложили свою помощь. Помощь заключалась в том, что они предложили установить так называемые коробки помощи. Коробки помощи установили здесь, в Абхаз-Деске, в кафе «Бригантина» и еще в различных местах. 16 февраля все собранные средства будут отправлены в МЧС Турции, и также мы дадим официальное заключение того, сколько было собрано средств и как они были отправлены с приложенными документами. Еще раз хотелось бы поблагодарить всех тех, кто оказал помощь, потому что данная беда, данная помощь не имеет ни религии, ни национальности, ни культуры. Беда для всех одна. Все благотворительные организации и частные лица, желающие оказать помощь пострадавшим от землетрясения, могут пожертвовать средства по указанным реквизитам банковской карты. В здании МЧС по адресу город Сухум, улица Конфедератов, 12, также организован пункт сбора гуманитарной помощи для жертв землетрясений в Турции и Сирии. Больше всего требуются теплые вещи, одеяла, спальные мешки, палатки, продукты питания, крупы, сахар, говяжьи консервы. Работает горячая линия МЧС. +7 940 733 45 22. Мы не можем оставаться равнодушными к трагедии, которая постигла многих наших братьев и сестер, проживающих в Турции и Сирии. Об этом сказал секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, комментируя ситуацию вокруг Турции и Сирии. Шамба сообщил о том, что абхазская сторона обратилась к официальным властям Турции с предложением направить группу спасателей МЧС. Сергей Шамба также отметил, что абхазская сторона готова проработать варианты приема пострадавших соотечественников в Абхазии. Сотрудниками Министерства внутренних дел и службы госбезопасности задержаны 2 граждан Узбекистана, у которых изъято наркотическое вещество в особо крупном размере. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Сильнодействующее наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно со Службой государственной безопасности Абхазии. Задержаны 2 граждан Республики Узбекистан – Парпиев Нурилу Муроджон-Огли и Абдумухторов Шавкатбек и Крамаджон-Огли. При личном досмотре у гражданина Парпиева изъято 11 заизолированных свертков зеленого цвета с содержащимся в них светлым веществом. Аналогичные свертки были изъяты у 2-го задержанного гражданина Абдумухтурова. Что это за свертки и что в них находится? Наркотики. Наркотики, говорит. А зачем они ему нужны? Закладка за деньги. Вот видите, в полиэтиленовом пакете вещество светлого цвета просматривается. Сотрудниками наркоконтроля было обследовано помещение по месту временного проживания вышеназванных граждан в городе Сухум. В ходе осмотра под матрасом спального места обнаружен полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось 44 заизолированных свертков со светлым веществом.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что вышеназванные граждане незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство в особо крупном размере, которое незаконно хранили, перевозили и впоследствии распространяли путем скрытного размещения в потайных местах на территории Республики Абхазия. При обследовании участков местности на Сухумской набережной с участием задержанного Парпиева и граждан, приглашенных в качестве понятых, последний указал на места, где ранее осуществил тайные закладки с наркотическим средством. Аналогичная процедура была проведена со вторым задержанным гражданином Абдумухторовым. Готовое к реализации наркотическое средство из потайных мест сотрудники милиции изъяли. Как зовут координатора? С кем вы общались? Тимур. Тимур. А где именно? В чат как называется? Там WhatsApp? В WhatsApp? Да. Тимур, вы ему отправляли? Да. Он вас сюда отправил? Да. Согласно результатам исследования, в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии общая масса наркотического средства метадон, изъятого у задержанных граждан, составила 27,126 тысячных грамм. В отношении Парпиева и Абдумухтурова, в деяниях которых усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело. Последние решением суда города Сухум заключены под стражу. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Зима для каждого своя. Под таким названием в Доме культуры Гагры открылась выставка картин абхазских художников. На экспозиции представлено около 80 работ мастеров живописи. Репортаж Алики Трапш. У каждой картины своя история. Мастера-живописцы через работы передают личные эмоции, мироощущения, любовь к близким. Внимание посетителей не могут не привлечь портреты незнакомки художника Акопа Агаханова. Мое участие вообще в этой выставке посвящено памяти моей недавно ушедшей жены. И там 2 ее портрета и один пейзаж, незаконченный пейзаж, на котором изображена Гагра. В старых Гаграх, там море. Трудно определить мне, определенно сказать какой-то стиль, но у меня лучше получается, когда это делаю быстро, да, там, это можно сравнить с экспрессионизмом, да, это проще, быстрее, потому что такой более классический какой-то у меня получается плохо, потому что у меня нет терпения, я быстро сгораю, перегораю. Дмитрий Будько на выставке представил свои давние и новые работы. По словам мастера, картины импровизационные. В основном они выполнены в жанре графики. Я стараюсь не определять стиль, не загонять себя в рамки стилизационные. Использую разные материалы, иногда смешанную технику, иногда краски с карандашом. Не имеет никакого значения ни формат, ни материал. Вот к чему вот на данный момент, когда ты творишь, душа лежит, то ты используешь. Яркие полотна заполнили фойе Гагрского дома культуры. Экспозиция получилась очень разнообразной. Здесь представлены работы как признанных мастеров, так и начинающих художников. Если брать за основу мои личные работы, которые сегодня выставлены на данном мероприятии, то одной из для меня самых сердечных работ является картина под названием «Вера». Это кусочек нашего храма Гагрского. И там на этой работе изображена именно служба, которая велась как раз в период зимы. И тем самым мы можем приурочить данную работу к этой выставке. Представил 3 картины, 3 сухумских пейзажа. Это часы, колоннада и морпорт. В общем, работы написаны акрилом. Ну, в основном это импрессионизм. И с натуры я пишу. В общем, да, сухумская тема. Искусство объединяет людей и вносит в жизнь радость, эстетическое удовольствие и восхищение. Выставка «Зима для каждого своя» проходит при поддержке Дома культуры города Гагра и отдела культуры администрации района. Здесь представлено около 80 работ мастеров живописи. Цель нашей выставки – это пропаганда высокого искусства,
для того, чтобы наши горожане могли прикоснуться к этому искусству, насладиться замечательными картинами, которые любезно предоставили уже наши, можно сказать, друзья, художники, которые уже не в первый раз выставляются у нас. Очень радует, что практически все картины являются произведением наших местных художников разных городов Абхазии, и Гагарского района, и Сухумского, и Гудаутского, то есть практически со всей республики художники принимают участие в данной выставке. Выставка «Зима для каждого своя» продлится до 17 февраля, поэтому у всех желающих есть возможность увидеть прекрасные работы художников. Алика Трапшали, Наталья, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. Произведения абхазских писателей были представлены на литературном фестивале в Каире, сообщает Абснопресс со ссылкой на секретаря Ассоциации писателей Абхазии Владимира Делба, который непосредственно принимал участие в форуме. В тематических литературных конкурсах приняли участие авторы из 52 стран Евразии, Африки, Латинской Америки, США, Израиля и Австралии. 18 делегаций представляли своих литераторов непосредственно в Каире. Республику Абхазия представляли произведения Энвера Ажиба, Вахтанга Абхазов, Владимира Делба, Владимира Зантария, Анатолия Лагула и Даура Начкебия. Все абхазские писатели получат сертификаты участников, а 3 из них удостоились за большой личный вклад в развитие международных связей в евразийском литературном пространстве благодарственных писем. Это Владимир Зантария, Владимир Делба и Даур Начкебия. Глава администрации Сухума Беслан Эшба побывал на месте сбора бытового мусора в новом районе столицы. Здесь, на территории таксопарка до вывоза в Галский район, складируются бытовые отходы. Несмотря на то, что мусор вывозится ежедневно, избежать его скопления не удается. После закрытия свалки на Маяке перевалочным пунктом сбора для всего бытового мусора, скапливающегося в Сухуме, вот уже несколько лет является территория таксопарка в новом районе. Муниципальное унитарное предприятие благоустройства столичной администрации ежедневно вывозит мусор на большегрузных машинах на свалку в Галский район. Но объемы мусора таковы, что даже приобретение самосвалов с большим тоннажем не решили проблему. Поэтому планируется приобретение еще одной машины. Уже на протяжении года, наверное, да, мы потихонечку приобрели парк машин большегрузных, тоннаров по 30 кубов. И сейчас у нас происходит 2 раза вывоз мусора с территории свалки в день. Вот вся эта колонна, там 4 машины, 3 машины по 30 кубов чем-то и одна 25-27 кубовая. И вот таким образом происходит вывоз только с территории, то есть работа поставлена таким образом. Мы сейчас планируем приобрести еще одну машину, тоже большегрузную, которую мы хотя бы довести до 100 кубов в рейс. Значит, суммарно мы выйдем на объем, наверное, к концу февраля на 200 кубов в день по вывозу мусора. Мы в день по городу собираем почти 1000 кубов мусора, поэтому справляться с таким незначительным количеством техники все сложнее. А в сезон это еще увеличивается почти иногда до 1500 кубов в сутки. Глава столичной администрации осознает неудобства жителей близлежащих домов, но с запуском новой свалки в Гулрыбском районе не будут складировать мусор в таксопарке. Надо лишь дождаться ее открытия. На совещании в администрации президента в конце января глава администрации Гулрыбского района Аслан Баратели рассказал, что строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт находится на стадии завершения. Мы понимаем, что большое неудобство составляет такая свалка в городе, особенно для жителей нового района. Но хочу объяснить и довести до наших жителей, что мы делаем все возможное для того, чтобы эту свалку побыстрее отсюда убрать. Надеюсь, немножко забегая вперед, что месяца 3-4 и мы справимся с этой задачей. С учетом того, что нам удастся еще один большегрузный автомобиль приобрести. Еще раз хочу обратиться к жителям, чтобы они пошли навстречу, потерпели. Сами понимаем, что это очень неудобная история в городе. Мусорная свалка, но, извините, это обстоятельства, которых просто нельзя избежать. Приоритет на вывоз у бытового разлагающегося мусора. Но тут же складируют и отсортированный строительный мусор. Амрамич Алексей Ухава, пресс-служба администрации города Сухум. А сейчас расскажем о погоде.
По сообщению гидрометцентра, в четверг, 9 февраля, на территории Абхазии ожидается облачная погода. Временами слабый дождь, местами слабый снег. Температура воздуха ночью минус 1,4, днем плюс 2, плюс 7. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Камши-Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.